Всем привет. Привет. Ну, как всегда, ваша прекрасная Елена. Что смотрим? Так, Жан Воинов, кыргызский танцор, который дошел до Голливуда. Угу. Он реально крутой танцор. Видать, талантливый парень. Ну да. Как вы знаете, я, по идее, должен был сниматься в фильме «Шаг вперед 5», но у меня тогда с документами раньше все получалось. Да ладно. И этот же режиссер, который снимал этот фильм, они пригласили меня в фильм под названием «Breaking Through». И там снимается очень известный хореограф Ин Иствуд, вы можете посмотреть его, очень известный хореограф. Он пригласил меня в этот фильм. И Латвин снимается в этом фильме. Ну, очень много известных актеров. И один из продюсеров фильма Джон Ледженд, известный певец. Ну, молодой совсем. Угу. Ого. Блин, я так тело свое не чувствую. Помнишь мои танцы? Я, конечно, тоже могу там. Он даже выступал в этом. Сидят же. Танцы на ТНТ? Да, где Мигель. О, а он до какого дошел? До чего? Он там, когда вышел и выступил, Мигель сказал: ты что здесь делаешь вообще? Ты крут вообще. Угу. Ты зачем к нам пришел вообще? И он дошел до финала? Я не помню, но он сказал, ответил Мигелю, по-моему, черному. Угу. Сказал, что бабушка мечтала, чтобы я здесь выступил. И я решил выступить для нее. Так он что, дошел до финала или как вообще? Я не знаю, он, по-моему, хотя я могу ошибаться, не буду говорить. Он мог просто выступить так для бабушки и все. Я снимался в 2-3 сценах, потому что, это как-то получилось внезапно, понимаете, да? То, что меня увидели они на фестивале, и они говорят: actually, I got some work for you, потому что ты не снимался в фильме Step Up, я хотел бы тебя заснять в этом фильме. И вот недавно, 2 недели назад я снялся в этом фильме. Но он уже вырос, как ты говоришь. Блин, как надо так двигаться-то, а? Офигеть. А он только в таком стиле? Разные? Мне кажется, это импровизация. Расскажи, что тебя больше всего впечатлило в процессе вообще создания, в общем-то, голливудского кино? Впечатлило то, что это просто уровень другой. То, что, например, я видел даже, как снимают фильмы в Кыргызстане, в России, в Казахстане, там, у нас, везде. Просто это уровень, вообще другой уровень съемки, подготовки. То, что там на съемочной площадке до 300 человек, просто люди, которые помогают. Там постоянно ты сидишь в вагоне, да, постоянно работает кондиционер, постоянно тебе приносят воду туда, узнают, как ты себя чувствуешь, ты не имеешь права оттуда отходить. Они постоянно за тобой смотрят. У тебя есть свой менеджер там, специальный, который на съемочной площадке за тобой ходит везде. Это другой уровень. Офигеть! Вот скажи, ты уже работал с Джоном Леджендом в том числе, да, и с несколькими действительно довольно известными людьми, очень известными людьми, Джон Ледженд, по крайней мере, да? А как тебе вообще удалось эти контакты найти? Что ты делал, чтобы выйти на таких людей?
Ну, я был... Как вообще меня пригласили в этот фильм? Я был на фестивале в Лас-Вегасе Hip Hop International. И я выступал там, и меня увидел очень известный хореограф. У него около 700 тысяч подписчиков в Инстаграме, его зовут Ин Иствуд. Он меня увидел, и он предложил мне, он мне сказал, что он хотел бы научиться танцевать, как папин анимейшн, такой стиль. И ему нужен был танцор, который может поставить хореографию к фильму, именно на пару сцен. И он мне предложил, и я как бы с ним списался, увиделся, мы познакомились, хорошо, мы встретились. Блин, он очень крутой. Он учился, наверное, да? Сейчас я работаю, я преподаю парню, это сын Том Хэнкса. Вы знаете, да, кто такой Том Хэнкс? Ну, естественно. Его зовут Чет Хэнкс. Он живет в билдинге в моем, где я живу. И сейчас я преподаю ему танцы. Он рэпер и он актер. Он сейчас продвигается в сфере рэпа, и я ему ставлю хореографию постоянно к его песням. Ну, как бы мы с ним занимаемся, да. И я был вообще в шоке, когда я его встретил. Для меня Том Хэнкс, да, для моих родителей, да, например, это не для меня, для всего мира, это самый легендарный, я считаю, один из самых легендарных актеров, да. Я просто смотрел фильм «Форрест Гамп», и я был в шоке, да, как он играет просто. И я просто его встретил в своем билдинге, и когда я узнал, что он его сын, я был просто первые пару дней, я был в шоке. Любое движение превращает во что-то большое. Все-таки как-то в будущем ты собираешься с Кыргызстаном себя связать? Если да, то это В вообще... любом случае. Кыргызстан для меня это вообще, это моя первая страна, куда бы я всегда туда буду ездить, приезжать, я буду там жить, но то, что я буду делать, работать, связывать свою карьеру, я хотел бы связать свою карьеру с Америкой. Но Кыргызстан это, я не могу, честно сказать, если бы не танцевальная сфера, я бы просто давно назад поехал бы в Бишкек, честно. Покажи, ты сказал, что еще следующее видео? Свадьбу его? Да, его свадьбу будем. А, так он женат. Ага. Ну, опоздала чуть-чуть. Это он в Нью-Йорке поработал чуть-чуть. Угу. Офигеть, красиво как. Ну да, да. Ну он шоу прям устроил, я думаю, точно. Ну конечно. Ну как Белоснежка. Мне кажется, она постарше. Какой тортик. Ты мне вот зачем это показал? Чтоб я расстраивалась? Я как раз чипсы купила просто. Можно я буду с чипсами это есть, да? Заедать, так сказать. Я сказал тебе, что у нас такие свадьбы. Такие свадьбы делают. Просто за исключением таких танцев. Угу. Ну, то есть я имею в виду танцы. Она тоже такого танцует, жанра. видишь? И тут просто подготовилась, скорее всего.
Ну, кстати, да. Ну, не, мне кажется, она точно старше. С другой стороны, у Жанна Бонна вот просто бэби фейс. Он остался подростком до 35 лет, наверное. Блин, клево. Ой, друзей моих, когда женились, не хуже было. Что у них было? Не хуже было. Да? Эту свадьбу делает лучше то, что это свадьба Жанна. А, Его присутствие. ну, здесь, офигеть, такая красота. То есть вы гуляете по полной. То есть прям... Можем всю жизнь собирать и за один день тут все Да? просрать. Хотя у нас и гости, все гости приносят деньги в качестве подарка. Только Даже, деньги? Да, только деньги. Нет. Тем близкие люди, даже кто может квартиру может подарить, кто может машину подарить, путевку. Но там же близкие, самые близкие могут быть, там, не знаю, 50 человек, да, может быть, 100 человек, возможно. Но остальные 300 человек, это они чисто деньги приносят. Таким Не, у нас образом- больше там всякие пеленки, такое. Не, это все фигня, это в порядке вещей. Таким образом, свадьбы окупаются, еще и даже некоторые сверху зарабатывают. Так что, в принципе, Это удобно. игра стоит свеч. Инвестируйте в свадьбы, ребята.